В республике Коми продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В некоторых городах и районах эпидемиологическая ситуация ухудшается. Не хватает специалистов для работы в красной зоне. В регион прибыли медицинские работники от Министерства обороны России для помощи врачам в борьбе с ковидом. Власти вынуждены разворачивать новые стационары для больных пациентов, количество которых растет. Дополнительные койки для лечения пациентов с ковидом разворачивают и в Инте. По словам главного врача Центральной городской больницы, заразившиеся коронавирусом горожане стали болеть тяжелее и нуждаются в госпитализации. Некоторые пациенты с различными осложнениями попадают в реанимацию. Сложная очень эпидобстановка у нас в городе. Очень много больных уже необычно для нашего летнего периода респираторно-вирусными инфекциями, в том числе и в большом количестве мы диагностируем новую коронавирусную инфекцию. В настоящее время в отделении лежит 30 человек, из них практически 1/3 – это реанимационные больные. Если в прошлые волну, первую и вторую, у нас было по 2-3 человека в реанимации, то сейчас лежит 10 человек. Это 1/3 от госпитализированных. И все очень тяжелые. А на сегодняшний день низкий поклон нашим реаниматологам, которые практически работают без выходных, переходя из общей реанимации в ковидную, из ковидной в общую, не имея даже связи с родственниками, с близкими, с друзьями. У нас очень тяжелая обстановка. На сегодняшний день в отделении инфекционном для новой коронавирусной инфекции лежит людей больше, чем в других соматических отделениях. Этот штамм, как нам объясняют, дельта-штамм, индийский штамм, вызывает чаще тяжелые формы. Болеют сейчас в средний возраст от 30 до 40 лет. Болеют и старшие возрастные группы. Причем старшие возрастные группы действительно болеют очень тяжело. В реанимационном отделении лежат именно люди старше 60 лет. К сожалению, у нас уже есть новые смертельные случаи от новой коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция мутирует. Появился индийский штамм, который очень быстро распространяется и считается более агрессивным. Инкубационный период сократился. Врачи отмечают более тяжелое течение болезни. Многие пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Новая коронавирусная инфекция вызывает прежде всего поражение легких в виде воспаления легких, но это не такое обычное воспаление, которое раньше мы видели с вирусами связано или с какими-то другими возбудителями. Это так называемый пневмонит, который лечится тяжелее, чем обычная пневмония, и лечится другими препаратами, достаточно сложными препаратами. Идет поражение сердечно-сосудистой системы. На фоне ковида мы уже видим, и действительно есть инсульты и инфаркты начинаются, потому что идет тромбоз сосудов, потому что вирус этот вызывает тромбоз в организме человека. Очень много осложнений, к сожалению. Мы еще не знаем, какие будут отдаленные последствия. Нам они пока неизвестны. Но, как говорят ученые, отдаленные последствия бывают тоже очень сложные. Ученые и врачи сходятся во мнении, что главной защитой от коронавируса остается вакцинация. Без нее эту страшную болезнь не победить. Лабораторные исследования подтверждают высокую эффективность отечественных вакцин против всех штаммов ковида. Боюсь, что это пока не закончится, эта пандемия, не сегодня и не завтра. Единственное, что призываю население, пожалуйста, прививайтесь. Сейчас начнется приезд массовый из отпусков, и люди снова привезут эти штаммы и мутации этого вируса. Поэтому мы ждем только подъема заболеваемости, никак не снижения. Поэтому еще раз призываю людей, во-первых, не нарушайте масочный режим, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, берегите себя и своих близких и, пожалуйста, вакцинируйтесь. У нас работают стационарные пункты вакцинации в поликлинике каждый день. Мы работаем в субботу-воскресенье в поликлинике, работают мобильные пункты, это в Доме быта, центре занятости и на МФЦ. Пожалуйста, приходите и прививайтесь. Только прививка вас спасет от тяжелых форм. Могу на 100% уверенности сказать, что в отделении нет ни одного привитого пациента. То есть, если и возможность заразиться вирусом на фоне вакцинации есть, но никто из вакцинированных не болеет тяжело. На данный момент в Центральной городской больнице для лечения пациентов с ковидом развернуто 35 коек, из них 10 в реанимационном отделении. В случае необходимости медицинская организация готова увеличить их до 50.
В больнице имеются аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые лекарства, а также свой генератор кислорода, получаемый путем фильтрации атмосферного воздуха. Специальное оборудование установлено на территории больничного городка. Мы обеспечены в достаточном количестве средств индивидуальной защиты. Все сотрудники красной зоны привиты от новой коронавирусной инфекции на 100%, и реаниматологи, и обычные врачи. У нас достаточно есть лекарственных препаратов. Еще в течение прошлого года мы получили новые аппараты ИВЛ. Это так называемые аппараты для инвазивной ИВЛ, когда больные интубируются уже, и для неинвазивной ИВЛ, когда искусственная вентиляция легких идет через специальную маску под давлением. Мы получили генератор кислорода, который сейчас нас очень выручает и спасает. Мы самостоятельно можем вырабатывать кислород для своих больных, 18-20 баллонов в сутки. Ну и получаем кислород еще централизованно. То есть расход кислорода у нас очень большой. К сожалению, да, больные эти нуждаются в кислородной поддержке. Но еще раз говорю, что болеют очень тяжело. Лекарств, оборудования хватает. Нагрузка на медицинских работников возросла, в том числе из-за горожан, которые не соблюдают меры предосторожности и не хотят вакцинироваться. Врачи призывают индинцев к сознательности и не рисковать здоровьем и жизнью.